Сегодня, к сожалению, очередной раз должен поднять острый социальный вопрос, который сегодня правительством не решается. Речь идет о приватизации жилья нашими гражданами. А именно, категория граждан, которые получили жилье в порядке очереди, 10, 15, 20 лет простояли, получили для улучшения жилищного положения, и почему-то это жилье попадает под категорию служебное жилье, и они не могут его приватизировать. А по закону сегодня, когда прекращаются трудовые отношения с организацией, гражданин должен освободить жилье. А речь идет о учителях, врачах, инвалидах, ветеранах войны, ветеранах внутренних сил и так далее, а также люди, которые внесли особый вклад в сфере культуры, науки и спорта. И почему-то у некоторых жилье получилось служебным, и они не могут его сегодня приватизировать. Вот конкретно, если частный случай взять, участник Великой Отечественной войны тоже не получил жилье как участник Великой Отечественной войны, но оно почему-то служебное, не смог приватизировать, умер, его семью выселили. Джанибеков Болотбек, ветеран МВД, получил квартиру, сегодня инвалид, он перенес там несколько инфарктов, дочь на руках имеет, несовершенную инвалидку. Если завтра он переживает, вот приходит, переживает, если завтра со мной что-то случится, куда мою дочь выселят, квартиру отберут. Исмаилов Хурият, ЦСМ номер 2, медсестра, стаж работы 48 лет, получила квартиру, вышла на пенсию, сейчас стоит вопрос о ее выселении. Получается, государство, и таких сотни случаев, вот о ком идет речь. Мы обращались неоднократно в правительство, но ответ не получили. Группа депутатов разработала законопроект, и 20 июля мы внесли вам, 2019 года, внесли вам, чтобы получить юридическое заключение правительства. Но уже 4-й месяц не можем получить данное заключение. Какое-то отношение вот непонятное. Когда вопрос касается ратификации получения какого-то кредита по линии какого-нибудь министерства, мы его за 2-3 недели решаем. Правительство очень оперативно работает в 3 чтениях. А когда касается насущного такого социального вопроса, вопроса вообще справедливости, человек, проработавший всю жизнь за мизерную зарплату, получивший квартиру, то, на что он работал всю жизнь, оказывается, что после того, когда он не может продолжать работу в силу своих болезней или выхода на пенсию, у него стоит вопрос о том, что отнимать квартиру. Поэтому я прошу правительство, я прошу лично премьер-министра наконец-то разобраться в этом вопросе, дать заключение, чтобы мы могли принять закон. Там закон всего на 1 страницу. Почему так долго заволакивается вопрос, непонятно. Возьмите, пожалуйста, этот вопрос.